Всем доброе утро, хорошего настроения. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Напоминаем, что сегодня у нас 20 марта, пятница. Это значит, что сегодня мы по традиции подготовим вас к новому рабочему дню и сделаем ваше утро по-настоящему бодрым, информативным и интересным. Нас ждут сюрпризы, очень много полезной и интересной информации, музыкальная пауза, да, в конце программы, не пропустите, поднимите себе настроение, и, конечно, самые лучшие гости, как всегда, с утра. Ну а прямо сейчас переходим к погоде. Итак, в центральных районах сегодня 1,25 ниже 0, в Заречной группе плюс 3, минус 18. В южных 2,24 со знаком минус, в Вилюйской группе минус 1, минус 17, в Нижнеренских 6,25 градусов мороза. В западных минус 2, минус 22, в Колымо-Интегирской группе Лусу плюс 1, минус 16. В Янских 9,25 градусов холода, на северо-западе минус 7, минус 25. В столице в 6 часов утра температура составила минус 18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер южный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Но температура по-прежнему весенняя. Минус 4, минус 6 градусов. Но у нас для вас приятный сюрприз. Мы подарим одному из наших подписчиков пару билетов на оперу «Русалка», который пройдет в Государственном театре оперы и балета на Республике Саха-Якутия 26 марта. Чтобы их получить, вам нужно, во-первых, быть подписанным на наш телеграм-канал, иметь открытый чат, чтобы мы могли с вами связаться и ответить на один простой вопрос. Кто является композитором оперы «Русалка»? Количество ответов не ограничено, поэтому чем больше правильных ответов вы дадите, тем больше вероятность победы. Ответы будут приниматься все выходные, а итоги подведем в понедельник с помощью генератора случайных чисел. Так что переходите по QR-коду, который вы видите на экране, и отвечаете под закрепленным постом. Желаем всем удачи и, конечно, получить подарок в виде билетов. Да. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С января 2026 года жители Якутии записались на прием к врачу дистанционно более 1 миллиона раз. Наибольшее количество обращений зафиксировано по номеру единого контакт-центра здравоохранения по номеру 122. Этим способом воспользовались более 240 тысяч раз. Через портал госуслуг оформлено более 147 тысяч записей, а регистратуры поликлиник приняли более 139 тысяч обращений. Кроме того, с прошлого года в республике работает запись к врачу через Messenger Max. Сервисом уже воспользовались более 45 тысяч пациентов. Министерство здравоохранения России установило оптимальный возраст женщины для рождения детей и беременности с 18 до 35 лет. Такие данные приводятся в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Из текста документа также следует, что ежедневный рацион женщины, желающей забеременеть, должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов. Очень важным аспектом является и регулярное прохождение профосмотров. У девушек осмотры врача-акушера-гинеколога крайне важны для профилактики гинекологических заболеваний, включая бесплодие и онкологические заболевания. Совет Федерации одобрил важные изменения в статью 146 Гражданского процессуального кодекса России. Теперь земельные участки, бесплатно предоставленные многодетным семьям государством в рамках соцподдержки, не смогут быть арестованы за долги. Кроме того, под защиту попал и единственный автомобиль в семье с 3 и более детьми. Его тоже нельзя будет изъять по исполнительным документам. В Нерюнгринской городской библиотеке открылась выставка в честь Года единства народов и Года культуры. Представлены книги, рассказывающие о культуре, истории и обычаях разных народов России. Выставка украшена флагами регионов страны и предметами быта. Библиотека объявила конкурс рисунков на тему народного единства среди детей. Юные нерюнгринцы могут проявить фантазию и выразить свое видение темы через искусство. Организаторы уверены, проект поможет укрепить связь поколений, пробудить интерес к истории и традициям, а также показать, как искусство и знания объединяют людей. Мы ждем работы от детей в возрасте от 5 до 14 лет в формате А4.
любой техники исполнения. Работы принимаем до 10 апреля. Церемония награждения планируется на 18 апреля во время проведения всероссийской акции «Библионочь-2026», куда мы приглашаем всех желающих нерюнгринцев. Это будет огромное, колоритное, многонациональное событие. 29-я Олимпиада сети президентских школ первого президента республики собрала 299 участников из 12 образовательных учреждений. Мероприятие проходит на базе Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского улуса и посвящена 160-летию общественного и политического деятеля Василия Никифорова Кюлюмнюр. Олимпиада пройдет по всем предметам. Также состоится научно-практическая конференция. Кроме того, гимназия подготовила различные мероприятия для гостей. Помимо того, что фестиваль носит состязательный характер, наша главная цель – это чтобы наши дети узнали друг друга, подружились и объединились. Всем нашим участникам желаем хороших результатов и успехов. Два совсем разных праздника в один день. В этом году Пасха Христова выпадает на 12 апреля. В этот день ежегодно отмечается День космонавтики. Дата главного торжества христиан рассчитывается по лунно-солнечному календарю и может выпадать на период с 4 апреля по 8 мая. 12 апреля попадает в этот промежуток не так редко. Подобное совпадение уже случалось в 2020 году. С утра организм можно разбудить, например, с помощью кофе, а мы предлагаем разбудить его движением. Мы не ставим рекорды. Нам нужны гибкость и прилив сил. Мягко потянемся, разгоним кровь и подарим телу радость движения вместе с нашим тренером Валерием Аргуновым. Всем доброе утро, меня зовут Валерий Аргунов. Сегодня будем делать утреннюю зарядку. Начнем с шейного отдела. Чтобы шейный отдел у нас разогрелся, чтобы у нас не болела голова и прошел отек. Начинаем с круговых движений. Медленно, спокойно, никуда не спешим. Вправо и налево. Чтобы не порвать. И то же самое делаю следующее упражнение. Поднимаю свою руку. Смотрим на пальцы, голову поворачиваем направо максимально, возвращаем к руке. Максимально налево, к руке. Направо, к руке. Налево, возвращаем. Направо, к руке. Налево, к руке. Следующее упражнение будет у нас. Головой вниз, медленно, поворачиваю направо. Смотрю наверх, возвращаем голову вниз, смотрим наверх влево, вниз, направо, через низ, налево. Желательно это тоже упражнение делать минут 10-15, чтобы у вас была шея в тонусе. И еще покажу упражнение вперед-назад. Вперед-назад. У вас должно напрягаться спина и шейный отдел. Чтобы ваша горбатость, если вы сидите за компьютером, вам это будет очень помогать. Чтобы ваша сутулость прошла. Вперед-назад. Вперед-назад. Давайте перейдем теперь на спинный и лопаточный отделы. Берем руки, расставляем по сторонам. Я начинаю налево и до конца руками я глажу свою ногу и сгибаюсь налево. Возвращаемся, кладем руку на ногу и начинаем такие упражнения, чтобы здесь все тянуло. Максимально вам должно дискомфорт помогает телу. Следующее упражнение будет такое. То же самое. Берем в сторону руки, на затылок, обнимаю руку и тяну туда за голову. Я тяну и начинаю все
то же самое, как было с этими руками. Но руки на затылке и локоть тут налево. Меняем руку, заводим сюда и начинаем то же самое упражнение. Всем спасибо, чтобы ваше тело было здоровое, в тонусе. Делаем это упражнение каждое утро по 10-15 минут. Как день начинаешь, так его и проведешь, гласит народная мудрость. Вот и герои нашего следующего сюжета решили начать с главного. С песнями и плясками отметил свой 15-летний юбилей ансамбль казачьей песни «Люба». Свой праздник артисты провели на сцене, подарив творчество преданному зрителю и принимая поздравления от тех, для кого они поют уже много лет. Мероприятие, прошедшее при полном аншлаге, собрало поклонников и стало настоящим подарком для всех ценителей народного искусства. Концертная программа позволила зрителям полностью погрузиться в особую творческую атмосферу. Прозвучали как давно полюбившиеся слушателям композиции, так и совершенно новые, представленные впервые. Юбилейный концерт длился 2 часа. Он был насыщен яркими и запоминающимися моментами, одним из которых стало видеообращение со словами поздравления от атамана Ленского казачьего общества Сергея Пушкарева. Именно ему принадлежала идея создания ансамбля. Совсем недавно наш президент объявил этот год годом единства, единения и дружбы народов. И ваш коллектив как нельзя лучше вписывается во все эти веяния нашего времени. В этот день в адрес народного коллектива прозвучало много теплых пожеланий от официальных лиц города и района. Также поздравила коллектив депутат Государственного собрания Илтумен Наталья Сидоркина. Огромное вам спасибо. Спасибо за любовь к песне. Спасибо за преданность творчеству, искусству, этой сцене. И самое главное, спасибо за тот пример, который вы показываете подрастающему поколению. Вот эти все взрослые люди, они все работают в различных предприятиях нашего города Ленска, но находят время заниматься любимым делом и несут вот эту замечательную творческую атмосферу в массы. В день рождения участники ансамбля из рук заместителя главы района Прокопия Петрова получили сертификат на участие в республиканском фестивале конкурсе казачьей и ямщицкой песни, который пройдет в июне этого года в городе Якутск. Мне захотелось совершить подвиг. Столько вот эмоций непередаваемой. Как же вы динамично, как вы смотритесь, как единый механизм, единое целое. Этому надо научиться. И этому надо завидовать по-хорошему, потому что для меня вы образцовый коллектив, который сегодня передал такую мощную энергетику. Еще одним волнительным моментом стало вручение участникам ансамбля нагрудных знаков за вклад в развитие народного художественного творчества республики. Я была в шоке. Спасибо большое Любови Викторовне и всем музею. Олесе Викторовне спасибо большое. Ну и всем нашему коллективу дружному. Очень рада. В течение 15 лет ансамбль казачьей песни не перестает удивлять зрителей своей многогранностью, демонстрируя, какими талантами богата Ленская земля. Концерты «Люба» с огромным успехом проходят в различных уголках Якутии и России. Ансамблю аплодировали зрители Якутска, Читы и Москвы. Встречались с разными коллективами из других городов. Что-то у них там немножечко переняли. В Читу, кстати, мы ездили, был вообще просто какой-то опыт. Прямо мы там, у нас парни начали как раз проходки эти делать, подучились, потому что там зажглось, там как-то так захотелось. Ну и каждая поездка приносит что-то новое. Коллектив ансамбля – это 10 инициативных творческих личностей. Они не имеют музыкального образования, просто любители. Но каждый внес большой вклад в развитие и процветание коллектива. 8 лет в ансамбле поет Сергей Ознобихин. Для него Люба – это не просто хобби, а вся жизнь. Я пришел в феврале 2018 года в ансамбль. Я, кстати, себе тут и жену нашел в этом ансамбле. Классно же. Но нравится заниматься. Конечно, иногда в связи с работой не получается.
но в основном стараемся не пропускать. Да. Ездим уже, везде летаем, и в Якутске несчетное количество раз. Ну, пока здоровье будет, да, мне уже 62 года, как бы стараюсь. Пока здоровья хватит, буду ходить. А потом, может, в ансамбль ветеранов пойду. Репертуар у ансамбля разнообразный, но основная часть – это песни из Забайкалья. Мы исполняем казачьи песни в разных регионах по всей России, но очень много забайкальского репертуара, потому что сама я родом из Забайкалья. Я там училась, я там впитала, так сказать, ту культуру, и она мне безумно просто близка и нравится, поэтому основу. А все остальное разное берем регионы. Любовь Алексеева, руководитель Люба, отметила, что в планах у коллектива не останавливаться на достигнутом, развиваться, обогащать репертуар более сложными песнями, петь многоголосие, овладевать навыками фланкировки и привлекать молодежь к своему творчеству. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Алекминский улус доставили 10 бизонят. Это очень хорошая новость. 10-месячные бизонята преодолели путь длиной 1200 километров. Их перевозка осуществляется в рамках проекта, стартовавшего в 2024 году и направлена на сохранение и восстановление популяции лесного бизона. Этот вид относится к редким представителям мамонтовой фауны и включен в красный список. Такие милые, резвые, да? Очень. Кстати, вырастут уже более медлительные становятся, а вот прям... Мне сейчас на видео вообще кажется очень забавные такие, хорошенькие. Но мне кажется, еще сыграла роль то, что, конечно, перевозка длительная, скорее всего, была. Они устали. Да, открыли и все. Свобода! Но действительно, природа порой удивляет. И далее, продолжая тему природы, хотелось бы отметить, что 22 марта в календаре отмечен как Всемирный день водных ресурсов. Для Якутии, региона вечной мерзлоты и тысячи рек, эта тема имеет особое значение. Мы живем в окружении воды, но насколько бережно мы к ней относимся? Всегда ли она безопасна? И как мы готовимся к ее большому весеннему движению? О состоянии водных ресурсов республики, подготовке к ледовому и о том, что каждый из нас может сделать для сохранения чистой воды, мы поговорим с руководителем Ленского бассейнового водного управления Петром Михайловичем Аргуновым. Доброе утро. Доброе утро. Для Якутии, обладающей большим количеством запасов пресной воды, насколько проблема рационального использования водных ресурсов и актуальна, и почему? Ну, как вы сказали, республика обладает большими водными запасами. Ну, сколько это, да? Если смотреть, у нас самые крупные водные объекты в Сибири, это чего стоит река наша матушка Лена, Колыма, Яна, Индигирка, Алазия, Алдан, Амга. Ну, в процентном соотношении это мы имеем запас пресной воды нашей страны 8%. Это очень много. Но и вот как раз вопрос актуальности, всегда он актуален, потому что, как показывает, мы провели работу в прошлом году, Госстат отчетность 2 ТП «Водкос», где все организации, которые используют водные ресурсы в Республике Саха-Якутия, отчитываются. Вот за 2025 год по сравнению с 2024 годом, мы сейчас уже буквально неделю назад получили последние данные, у нас идет рост использования пресной воды аж на 22% по сравнению с 2024 годом. Это что показывает? Это уже актуально. И с чем это связано? Ну, у нас идет рост производства, промышленности, и любая промышленность, производство не обходится без водных ресурсов. Буквально даже мы вот благодаря водным ресурсам у нас есть выработка электроэнергии в Вилюйском ГЭС-1-2, Светлинская ГЭС, где я даже до последнего не знал, оказывается, мы буквально за 5 лет присоединились к единой системе, вот юг Якутии, кроме арктических улусов, и вот эта вся выработка электроэнергии приходится на 80% оттуда. Это водные ресурсы Вилюя. Благодаря ему мы имеем электричество. Буквально все это вот техника у нас. То есть все связано в одну сеть? Все связано с водой. Только 20% это газ, вот ГРЭС, ГРЭС-2, ТЭЦ, оттуда идет электроэнергия. И поэтому актуальность данного вопроса очень высока. И мы здесь должны приложить все усилия, чтобы
на перспективу использовать максимально эффективно наши водные ресурсы. Ну да, действительно, и вот такой вопрос, вот, насколько эффективно используются, да, сейчас водные ресурсы региона, и что, например, обычный житель Якутии может сделать, чтобы сберечь водные ресурсы, может, какие-то привычки изменить? Я могу, Руслан, вкратце сказать, что в Якутии у нас водные ресурсы используются эффективно, потому что все упирается в финансы, поэтому у нас примером ярким служит повторное оборотное водоснабжение. Повторное использование самое эффективное. Все наши промышленные организации при добыче золота, алмазов, драгметаллов используют повторно оборотное. И вот цифры, да, где-то мы в общем в Якутии используем 1,222 миллиона кубов воды для повторного оборотного использования. Это очень эффективно. Ну и, конечно, экологические законы требуют такого использования. А так буквально вот 70 лет назад и 100 лет назад такого понимания не было. Повторно использовать. Все было прямотоком. Сейчас такое есть. Если продолжая вопрос, там, что надо изменить прямо сейчас, да, обычному жителю? Ну, мы можем отметить, как специалисты в последнее время, я как первый эколог, выпуск нашего университета, с тем периодом у нас экологическая сознательность населения высокая. Но, тем не менее, такие базовые минимум, так называемые, можно начинать простому жителю. Это просто беречь воду. Как беречь? Ну, элементарно закрывать краны, что-то, если у вас капает, все починить. По экологической осознанности чистить наши водные объекты, не мусорить. Все, что с собой принесли, необходимо обратно с собой взять. И что еще? Можно привычки. Ну, возможно, еще как бы из маленьких шажок можно вместо ванны душ, например. Но этот вопрос, почему он так у нас сейчас как бы актуальный или может быть не актуальный, потому что в советский период, например, мы смотрим сейчас норматив, увеличился хоть на одного человека 200 литров, да? Раньше счетчиков не было, и условно как-то воду не берегли. Но сейчас все упирается, конечно, в счетчики, все оплачивается, поэтому каждый гражданин, он пытается экономить. Но есть такие случаи, когда в организациях, возможно, не экономит, но надо на это обращать внимание. Ну, сознательно. Если в советское время вспоминать, там, например, я помню прямо да. капля воды, да, вот из крана, там все, типа, следите, надо просто с детства берегите воду, приучать детей. В университете Светлана Кирилловна Аржикова все время говорила, нас учила, вот, капля воды в сутки набирает ведро воды. Это столько ведро воды, чтобы доставить туда, столько энергозатрат. Это должны работать насосы, это люди должны работать, это столько затрат. Поэтому все надо беречь. Что-то все капает, надо все чинить надо. Ну и, конечно, сейчас уже середина марта, наступила весна, пусть она нас, еще у нас в республике как будто бы это зимний период, да, но как вы начинаете готовиться, потому что вы готовитесь всегда заранее, к ледоходу и паводку, и в каких районах наиболее сложная ситуация? Ну, реально мы с прошлого года готовимся, буквально с марта, а сейчас уже готовимся к следующему году. По основным направлениям я вкратце скажу, да, сейчас актуальную информацию. Мы в первую очередь свое внимание направляем на подготовку водохранилищ, крупнейших водохранилищ. Их у нас очень много. Буквально это Колымское, Вилюйское, Сытыканское, Ириляское, Оюр-Юраге, Нюрнгринская, всех их надо подготовить, специальные попуски, наполнение и тому подобное. Есть определенные межведомственные рабочие группы, которые должны уже буквально через месяц совещаться и решать, как это проводить паводок. Второе направление, это связанное с половодьем паводком безопасным, это гидротехнические сооружения, которые находятся на водных объектах, на определенных. Их необходимо проверить готовность к предстоящему половодью паводку вместе с территориальным управлением, Главным управлением МЧС, Ростехнадзора, Роспотребнадзора.
Ну и мы запланировали где-то суммарно 70 объектов. И объекты, представляющие экологическую опасность. Это нефтебазы, это отстой судов. Третье направление, это самое главное, это самое важное направление работы, это проведение противопаводковых мероприятий в Республике Саха-Якутия. Это очень важное мероприятие, на которое обращает внимание все руководство нашей страны даже. И что мы здесь проводим? Это ледорезные работы, это зачернение, это противопаводковые мероприятия, которые ослабляют прочность льда, чтобы не было заторов. Мы в этом году, благодаря нашей работе, специалистов наших, мы увеличили объемы. Впервые, значит, проводим данное мероприятие на реке Вилюй в Нюрбинском улусе. Суммарно мы привлекли из федерального бюджета в Республику Саха-Якутия на проведение данных мероприятий 75 миллионов рублей. Увеличилось на 10 миллионов рублей. Увеличились объемы в Алюкминском, Намском улусе, на Колыме. Поэтому сейчас все конкурсы проведены, подрядчики есть. Буквально сейчас идет работа по расчистке для зачернения. Так, ну и далее, значит, там что у вас подготовка и Ну, в общем-то, как у нас всё. будет... Да, как проходить, наверное, будет ситуация, да, в каких-то районах, Ну, так- наиболее сложные районы, которые вы считаете, что Ну, дополнительные предварительно ресурсы понадобятся. можно как бы эксклюзивно для вас немножко открыть тайну, да? У нас по нескольким параметрам можно судить, как у нас будет половодье паводок. Это как установилась ледостав в прошлом году, какие уровни были, это масса определенных объемов воды, это льда масса, это, соответственно, толщина льда. У нас толщина льда, знаете, где превышает? В Кангаласах, Покровске, на Колыме, на Зырянке. Там на Зырянке плюс 30% от нормы. И чем это может грозить для районов? Ну, значит, это Сложно. заторы. Проход будет. Да, это сложно, это большой объем, это ему сложно пройти. Реки Колыма получается. Ну, еще фактор сейчас про снегозапасы. Распределение, оно, конечно, неравномерное. Якутия слишком большая, но тем не менее предварительно мы можем сказать, выше нормы однозначно бассейн Яны, Индигирки, Колымы. И некоторая часть приток Алдана Мая и приток Вилюя Марха. Там выше нормы, вообще красные. И сейчас мы можем предварительно, ну, сейчас точно 15 апреля выйдет, но заторные явления где будут? В Хангаласском улусе на реке Лена до падения Алдана, это Намский точно однозначно. На Алдане это в пределах Усть-Майского улуса. И на Колыме вот как раз. Это Верхнеколымские, Среднеколымские улусы, где мы, вероятно, прогнозируем заторные явления. Но вот благодаря нашей работе, возможно, этого и не будет. Но если подготовка началась активно, то будем надеяться, что все пройдет в штатном режиме. Ну вот наши зрители еще могут спросить, на каком расстоянии от реки можно законно строить жилье, чтобы не попасть под снос, например, и не рисковать имуществом во время паводка. Но это очень такой важный, актуальный вопрос, который волнует всех, можно так сказать, да? Это зависит от ряда факторов, от водного объекта, это река или озеро, от законов. И по понятиям, по закону есть определенные понятия, понимание, что такое береговая линия, потом идет прибрежная защитная полоса, водоохранная зона и зона затопления и подтопления. Вот, зоны затопления и подтопления у нас в Якутии установили мы на 175 населенных пунктов. Это что такое? Это, значит, определенная зона, которая ограничивает как раз вот строение. И там есть 1% обеспеченность, и можно исключить, значит, искусственное повышение и на сваях. Там, если смотреть, то 0,5 сантиметров можно повысить и можно как бы сделать. Ну, можно, на то есть, проект... прибрежно-защитных полосах ничего нельзя делать, приватизации и стройка нет, а водоохранная зона, там определенные есть условия, чтобы водный объект не истощался, и можно конкретно какие-то ИЖС можно строить. Спасибо большое. Но вопросов еще очень много, особенно касающихся юридических аспектов охраны водных ресурсов, поэтому давайте встречаться чаще. Ну и, конечно, до весны обязательно увидимся.
Спасибо. Хорошо. Спасибо. Ну, а время неумолимо бежит вперед, как бурная река. Но иногда так хочется притормозить и оглянуться назад. Увидеть то, что радовало глаз наших дедов, услышать звук, от которого замирало сердце у целого поколения. Сегодня мы заглянем в ретро-музей, где есть экспонат, который не просто грузовик, а настоящая легенда. Рабочая лошадка, труженик, символ восстановленной страны. О чем молчит видавший виды ГАЗ-51 и какие истории хранит его гордый кузов, узнаем прямо сейчас. В 1948 году Горьковский автозавод выпустил миллионы автомобилей. Ими стал герой нашего сегодняшнего обзора грузовик ГАЗ-51. Александр Просвирнин, автор грузовика, любил говорить: именно грузовик определяет лицо завода. В случае с ГАЗ-51 именно так и произошло, не умаляя никак и Победу, и другие бестселлеры горьковчан. По сравнению с серийным, миллионный ГАЗ-51 слегка принарядили, покрасили в песочный цвет, до сияния надраили колесные гайки. На радиаторной решетке закрепили хромированную табличку «Миллионный автомобиль ГАЗ». В остальном это был обычный ГАЗ-51 раннего выпуска с деревянной кабиной и лидериновой крышей. Металлическими у кабины были только ветровая рама, пол и моторный щит. Конечно, не таким его проектировал Просвирнин. Однако металлургический комбинат «Запорожсталь», единственный, где в СССР до Великой Отечественной войны катали тонкий лист для кузовов и кабин, только восстанавливался. Стране критически не хватало тонколистового проката. Кабина ГАЗ-51 обрастет металлом только к 1956 году. И то двери останутся фанерными. И только с началом выпуска в 1957 году модернизированного ГАЗ-51А кабина станет цельнометаллической. Внешность и технические особенности ГАЗ-51 постоянно менялись в лучшую сторону, благо Ленд-Лиз дал возможность советским конструкторам близко познакомиться с новейшими грузовиками из США. Первые партии ГАЗ-51 имели кабины, схожие с американскими Студебекер. Потом от этого дизайна отказались, но только в 1956 году ГАЗ-51 обрел тот самый облик, который водители с большим стажем помнят до сих пор. Появился отопитель салона и колесные диски собственного производства, а не от ЗИС-5. Автомобиль у горьковских конструкторов получился для своего времени идеальным. Уже тот факт, что выпускался он почти 30 лет, о многом говорит. За эти годы завод ГАЗ собрал около 3,5 миллионов грузовиков. И это не считая лицензионные копии, которые производились в Польше, Китае и Северной Корее. Этот экспонат ретро-музея, равно как и его собрат полноприводный ГАЗ-63, любовно реконструированы в специализированном цехе мастерами-реставраторами авто и сохраняют, как и многие другие экспонаты музея, свои эксплуатационные качества, то есть на ходу. А такое сейчас по всей стране по пальцам на одной руке, без преувеличений. Прямо сейчас давайте из ретро-музея переместимся в другой музей истории города Якутска. Там проходит выставка советской посуды. Говорят, что посуда в доме – это целое отражение эпохи. Это действительно так. От купеческих амбаров до юбилейных дат Якутской СССР. Сегодня мы не только полюбуемся на красивую посуду, но немножко научимся читать тайные знаки на их донышках. Смотрим. Выставка посвящена в основном посуде советского периода, но здесь можно увидеть и более старинные экспонаты. К примеру, уникальный сервиз конца XIX века, изготовленный на знаменитом заводе Матвея Кузнецова, того самого фарфорового короля России, чьи клейма с двуглавым орлом знали по всей империи, от Варшавы до Владивостока. Как же эта роскошь попала в наш суровый край? По легенде, этот сервиз принадлежал известному купцу-миллионеру Петру Акипсимовичу Кушнареву. Когда он эмигрировал, посуду, одежду, мебель оставил, говорят, своим работникам. Сервиз достался повару. И вот этот вот повар или повариха передавала уже вот из поколения в поколение. И в конце концов вот перешла в наш музей. Более современные, но не менее ценные экспонаты музея относятся уже к 50-м, 60-м годам прошлого века. Это чуроны и другую коллекционную посуду делали специально к юбилейным датам Якутской ССР. Автор рисунка этого чурона, известный косторез Терентий Амосов. И здесь на стенках сосуда можно увидеть традиционные якутские ценки. Танцуют ахохай. Здесь можно увидеть перетягивание палки. Вот.
а здесь скачки. Вот, то есть то, что близко традиционной якутской культуре. И человек, который держал в руках, кому подарили этот чором, он бы какое-то представление заимел. С этой посудой связана еще одна легенда, которая до сих пор будоражит фантазию любителей редкой посуды. Когда в 1957 году массово заказали эту фарфоровую посуду, везли сюда по реке на барже, по реке Лена, на одном из сложных участков баржа затонула. Вот. И все подарки затонули, получается, да? Был сделан второй раз заказ. Где-то, наверное, сейчас лежит. Река у нас же бурная. Вот. Возможно, куда-то отнесло течение. Посетители выставки услышат еще много историй, связанных с посудой советского периода. Для тех, кто постарше, это ностальгия по прошлому, а совсем юные посетители окунутся в прошлое, которое они знают только по фильмам и книгам. Четвероклассник Нюргуна впервые здесь услышал слово «дефицит». И его искренне удивило, как можно было за какой-то обычной посудой стоять в очередях часами. Мальчик по-своему объясняет причину дефицита. Скорее всего, очень дорого стоило. Краска, фарфор. Сейчас у нас обычно нет дефицита в современной жизни. В современном мире много чего нет, чего не было в прошлом. А вы знали, что в советское время любая посуда имела свой паспорт? Вся посуда советского времени клеймилась. Вот на дне, если перевернуть тарелку, можно увидеть клейма, на каком заводе изготовлена вот эта тарелка или чашка, чайник, в каком году, потому что клеймы менялись, цвет менялся, вообще изображение самих клейм менялось. Например, вот фарфоровый завод «Пролетарий», он менял больше 10 раз клейма. Кроме того, можно узнать качество посуды. Если это хорошего, высокого качества посуда, то ставили красным цветом клеймо «Первый сорт». Если такое среднее качество, то второй сорт. Вот второй сорт это вот синего цвета. А если это вот попроще, вот изготовление там глина похуже, да, вот, дешевле стоило, то использовали зеленый цвет. Так что переверните тарелку из бабушкиного серванта донышком вверх и попробуйте прочитать историю, которая на ней написана. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Изящный фарфор и ретро-посуда являются свидетелями целых эпох. Ну а в календаре сегодня Международный день счастья. И кто знает, может быть, настоящее счастье как раз в этих простых и красивых вещах, которые нас окружают. Очень даже возможно. Ну а какие важные события в истории связаны с 20 марта, мы расскажем прямо сейчас. На календаре 20 марта – Международный день счастья, День французского языка. По народному календарю Павел Капельник. На Руси считалось, что с Павла весна идет. Впрочем, холод еще чувствовался. Это день в истории. В 1535 году в России проведена первая централизованная денежная реформа. 1792. Национальная ассамблея Франции одобрила применение гильотины. 1930. День рождения Московского авиационного института. 1933. Начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Коминтерна. 1992. Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». В этот день родились Генрик Ибсен, норвежский драматург, поэт и публицист. Святослав Рихтер, советский и российский пианист, народный артист СССР. Ирина Антонова, советский и российский искусствовед, академик, заслуженный деятель искусств РСФСР. Александр Морозов, советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Екатерина Стриженова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Именины отмечают Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел. Как и было отмечено в нашей рубрике, 20 марта отмечается Международный день счастья. И это отличный повод для нашего сегодняшнего разговора. Мы редко задаемся вопросом, а что вообще делает нас счастливыми? Бежим по делам, решаем задачи и часто забываем остановиться и спросить себя, а я сейчас счастлив?
как почувствовать эту легкость здесь и сейчас, а не когда-то потом, как сделать счастье не случайным гостем, а постоянным спутником в жизни. Об этом поговорим с психотерапевтом Татьяной Ильиной. Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте. Доброе утро. Что такое счастье с точки зрения психологии? Это, во-первых, ресурсное состояние, это лечебное состояние, во время переживания которого организм может себя излечить буквально от любых заболеваний. Ну, определение следующее. Это наивысшее удовольствие и удовлетворение от жизни и от себя. Так сложно звучит. А с другой стороны, и просто. И вроде просто, бы, да. да. А почему мы не ощущаем счастье постоянно, а лишь какие-то определенные моменты жизни? Все зависит от натренированности. То есть вот почему-то все считают, что надо учиться ходить маленькому ребенку, надо учиться говорить, потом читать, писать, считать, а учиться счастью не надо. То есть это вот, как бы само собой разумеющееся свойство. Нет, этому тоже надо учиться. Почему? Потому что здесь включается и физиологический аспект, то есть удовольствие, физический, физиологический, и удовлетворение. Это уже психологический аспект. И для этого нужно развиваться, учиться и тренироваться. Можно ли как-то развить самые основные мифы о счастье, что говорят, что счастье недостижимо, да, что счастье мимолетно, что как будто бы счастье это что-то такое далекое, к чему мы постоянно стремимся. Если бы человек не надеялся, что он испытает счастье, он бы потерял мотивацию жить. То есть нас действительно по жизни все время ведет такая, как мы камешек вперед забрасываем, потому что мы ожидаем это счастье в той или иной степени. И вот, знаете, отмечают западные специалисты, западные психологи, что вот российские граждане, они очень верят в судьбу. То есть уже все предначертано, ничего не изменишь, бесполезно там стараться, что-то там менять. Все, у тебя все предначертано. Нет, вот с точки зрения, я вот еще врач традиционной китайской медицины, и как нас учили китайские наши преподаватели, что есть карма. Это не судьба, это не фатальность. Карма меняется от твоих действий, от твоего поведения. Поэтому, если вы хотите быть счастливыми, а я в своей передаче на вашем канале, которая называется «Познай себя с Ильиной», все время говорю, что самая главная цель нашей жизни – это быть счастливыми. Поэтому обязательно нужно серьезно к этому отнестись и изучать этот вопрос, и тренироваться. Например, возьмем ситуацию, человек просыпается рано утром и не чувствует себя счастливым. Может ли он, допустим, с помощью каких-либо упражнений или еще чего-либо сделать себя счастливее? Очень хороший вопрос. Почему? Потому что я всегда говорю своим слушателям о том, что мы ответственны за свое состояние настроения. Просто огромная должна быть ответственность. И утром у нас должна быть диагностика. Вы правы. Встала я утром, у меня нет настроения, я не чувствую себя счастливой. Значит, есть очень простые приемы, вот из йоговской, допустим, практики, назокрии, так называемое, промывание носа. Почему? Потому что в носоглотке очень много нервных окончаний, которые очень близко и, что называется, с большой скоростью проникнут в головной мозг. И поэтому промывание носа, это должно быть технически правильно сделано, и нужно 1,5 литра воды пропустить через носоглотку, и настроение, я вам гарантирую, обязательно поднимется. А есть еще такой разовый тоже метод. Допустим, взять 3 грамма витамина С. Это мозговой основной витамин. Растворить в пол-литра воды и, допустим, после завтрака выпить. Тоже поднимется настроение. А также есть очень хорошее такое упражнение, тоже из йоговской практики, тряска. То есть встать и потрястись. Причем начиная с головы потрясти, плечи, надплечья, кисти рук, всем телом. Хорошо протрястись, и тоже поднимется настроение. А фитнес любой обязательно поднимет настроение. А также можно включить любимую музыку и потанцевать, и просто попрыгать, и повеселиться.
Ну, в общем-то, получается, что с физической активности начинается хорошее настроение. Абсолютно верно. Потому что все гормоны счастья стимулируются физическими нагрузками, физической деятельностью, активностью и так далее. Но это же эволюционно. Человек же древний не сидел перед телевизором или перед гаджетом, а он, извините, добывал, бегал, искал. Всегда был счастлив. Да, и был счастлив, абсолютно верно. Кстати, здесь и другая сторона, получается, например, человек хочет, заставляет себя пойти в зал, например, да, спортивный, но по какой-то причине не пошел. И начинает себя как бы за это... Гнобить. Да, гнобить, наказывать, и счастья никакого в этом не будет. Да, абсолютно верно. А у вас есть какой-то свой рецепт счастья? Вот как начинаете день вы, чтобы он был точно счастливым? У меня зять олимпийский чемпион был, есть. А мне, когда вот плохое настроение, я включаю видео его финала, когда он бежит и побеждает всех. И вот, вы знаете, меня это так возбуждает. Ну, а самое главное, это, конечно, близкие люди. И у меня правило с утра сделать комплимент, да, а сказать о каком-то достоинстве. Мне становится очень приятно, близким тоже становится приятно. Это как дарить подарки, наверное, да? Похоже. То есть ты даришь, и тебе хорошо, и человек, который получает. А в целом, можно ли, допустим, понятно, что вот мы говорили о том, что люди в основном зациклены на будущем, да, например, вот какая-то будущая цель, к ней идут, получается, что-то не получается, вот они вот на этом долгом пути. Можно ли, допустим, разбить цель на маленькие подцели, чуть ли не на ежедневные, и каждый день, допустим, получать небольшую, но дозу счастья? Вы знаете, счастье же не зависит от цели. Счастье, состояние счастья зависит вот от сегодняшнего проживания, да, от сиюминутного проживания. И если к этому относиться осознанно, учиться проживать. Вот я всегда говорю, что обязательно должно быть хобби. Причем хобби должно быть совместное, потому что, как говорят, счастье в одиночку не бывает. То есть вот с раннего возраста я вспоминаю, как мы с родителями ездили на рыбалку, или мы ходили в лес, и родители обращали внимание, там, какие цветы, какого цвета. Они побуждали нас это описывать. И вот эта натренированность, она учит получать радость просто от сегодняшнего дня, от сегодняшней минуты, а не от цели, потому что, цель целью, это немножко другое. Вот. А счастье, ощущение радости, оно должно быть каждый день, и его должно быть много и постоянно. Я повторяю, это наш ресурс здоровья, и в первую очередь психического здоровья. Замечательно. Спасибо большое за отличные советы. Надеемся, что эти советы помогут вам, дорогие телезрители, начать утро в хорошем настроении. Ну а прямо сейчас давайте узнаем самые актуальные новости. Мы продолжаем рассказывать самые актуальные новости этого утра. Россия занимает второе место среди стран Большой двадцатки по стоимости безлимитного интернета. В среднем граждане платят 658 рублей в месяц. Самая дешевая стоимость наблюдается в Индии, где она составляет 600 рублей. Тройку лидеров замыкает Китай, где в месяц приходится платить 902 рубля. По мнению специалистов, относительно низкая стоимость интернета в России объясняется острой конкуренцией среди операторов связи и провайдеров. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды на водоемах города. В марте лед еще сохраняется, и жители продолжают выходить на катки и замерзшие озера. В день инспекторы проверяют 1-2 катка, при этом с приближением тепла количество рейдов увеличивается. Специалисты раздают памятки и напоминают о правилах безопасности. Профилактические беседы проводятся круглый год, сотрудники часто проводят лекции в школах. По словам инспекторов, серьезных нарушений с начала сезона зафиксировано не было. Прежде чем заходить на ледовые городки или на катки, надо первоначально ознакомиться с правилом поведения на льду. И опасность, как правильно себя вести, заключается в том, что можно, если не соблюдать правила, то, получается, можно получить травмы конечности, и это уже обращение в медицинское учреждение. Чтобы до этого не доводилось, вот поэтому мы проводим дополнительно профилактические мероприятия.
В Якутии появится новая экотропа по международному проекту «Полет стерха». Проект предусматривает создание международной орнитологической обсерватории под открытым небом в селе Охотский Перевоз в Тампонском районе. В эти дни рабочая группа под руководством председателя правительства республики Ольги Балапкиной посетили Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Татинский улусы. Развитие комплекса обсерватории правого берега реки Алдан будет акцентрировано на туристическом и культурном аспектах. Определяем те точки роста, которые дадут возможность развитию внутреннего экологического туризма. Смотрим потенциал для того, чтобы понимать, сколько нам сможет финансово помочь внутренний туризм для жителей Якутии. Да, сегодня действительно много интересных идей прошло. Да, я думаю, что татинские уже научились, особенно после игр Манчара, красиво продавать те услуги, которые у них есть, и поэтому я думаю, что проект полетит. В Берджигистяхе состоялся второй открытый республиканский турнир по стрельбе из лука среди дошкольников. Организаторами турнира выступил детский сад Кырачан и Малар горного улуса. Главная цель – укрепить здоровье малышей и привить им любовь к физической культуре и национальным видам спорта. Через стрельбу из лука дети учатся ценить традиции своего народа и стремиться к активному образу жизни. В турнире приняли участие 30 юных спортсменов из 10 детских садов Якутска, Горного и Нюрбинского районов. Ребята показали отличные результаты. Победителями стали воспитанники детского сада Сарданга из Нюрбинского района Уолан Николаев и Джулия Духова. Дополнительное образование по стрельбе из лука в нашем детском саду уже 10 лет. Развивает силы, выносливость и все качества. В дальнейшем еще планируем на будущий год, каждый год соревнования стрельба из лука в детском саду. И хотим собирать еще много команд. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и встретимся в эфире. Еще одним замечательным способом начать день является чашечка чая. Но нужно его правильно приготовить. Как, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, Надежда, и буду вам представлять еще один необычный напиток, без которого у нас утро не происходит. Это чай. Сегодня хочу вам рассказать про необычный китайский улун тигуанин. Это у нас светлый улун. Он очень внешне похож на знаменитый молочный улун, но без ароматов. Очень нежный, весенний, нежный, сливочный даже, я бы сказала. У этого чая есть очень красивая легенда. В древности чайный мастер ходил к богине Гуанинь и молился, и всегда преподносил чашку чая. В одно утро, когда он пришел молиться и оставить ей подношение, увидел новое растение. Чайный мастер увидел в этом растении чайный куст, пересадил к себе в горшок и начал его выращивать. И с этого куста до сих пор выращивают такой прекрасный улун тигуанин. Мы берем на чайник 400-500 мл 2 чайные ложки, это у нас будет 4 грамма. Сверху берем. И также, как все китайские чаи, сначала заливаем водой, мы будем наш чай. И первую воду обязательно сливаем, после которой у нас появляется потрясающий аромат чая. Он как будто пробуждается. Тигуанин очень богат аминокислотами, антиоксидантами. Вообще в зеленом чае говорят около 300 аминокислот разных. И наши шарики будут завариваться путем разворачивания и превратятся в крупные листы. Есть 2 способа заваривания. Коротко завариваете, вы получите бодрящий чай. Чуть подольше заварите, вы получите потрясающий расслабляющий чай.
светлый, светло-желтый настой. Можно его заваривать один и тот же чай до 6 раз. Мы слушаем, и вокруг как будто распустили цветы, и свежий цветочный аромат чая тюгуани прям будоражит наши мысли. Мне кажется, аромат добрался даже до нас. Да. Мы желаем вам приятного чаепития, хорошего рабочего дня. Кстати, напоминаем, что в телеграм-канале у нас кто-то из вас в понедельник, да, получит в подарок вот эти 2 пригласительных на оперу «Русалка» в Театр оперы и балета, поэтому участвуйте. Ну и, конечно, желаем вам хорошего дня. Хорошего настроения и начинайте каждое утро вместе с нами на Якутия 24. До новых встреч и будьте счастливы!